прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Рыбный день. Плодотворяется на инкубацию и будем получать через неделю уже личинки маленькие. О том, когда в водоемах республики можно будет ловить осетровых. Альбина Аслагараева. Продукты от студентов. Мы все это сами готовили и еще помогали поварам. Как прошла сельхозярмарка образовательных организаций, увидел Салават Мухаммадуллин. Новые имена для аэропортов республики. Ученые, изобретатели, деятели культуры, спорта и другие. Предложить свой вариант названия может каждый татарстанец. Подробнее Сергей Хайдаров. Попробовать вкуснейшую паэлью и научиться рисовать, как Пикассо. Испанская культура, она полна тепла и солнца, и хороших ритмов, а это то, что нам нужно осенью. Что видно из испанского окна, расскажет Лилия Кашфарова. В Лаишевском районе продолжают восстанавливать популяцию краснокнижной стерляди и форели. Сегодня здесь заложили камень в основании второй очереди рыбоводного завода. Первая открылась еще в прошлом году. Каковы результаты работы и сколько мальков вырастили за это время, сегодня рассказали президенту республики. Подробности узнаем у Альбины Салгараевой. Всех я поздравляю, на самом деле приятное событие очень. Вот так с аплодисментов начинается весомый вклад в дело рыбоводства страны. Здесь возведут вторую очередь завода, где будут разводить мальков, которые должны вырасти в стерлядь, форель и осетров. Чтобы вот это начинание, оно где-то не заглохло. И мы ее должны довести до логического завершения. И люди будут благодарны, потому что потребление рыбы, тем более имеет такие водные просторы, и это еще одна из форм отдыха людей. Сегодня здесь выращен 1 миллион мальков. Рыба капризная, любит тишину, темноту и покой. В ином случае икры в рыбе может просто не оказаться. Мальков не покупают, их производят сами в специальном инкубаторе. Получаем икру, а мальчиков сперму, значит, оплодотворяется на инкубацию и будем получать через неделю уже личинки маленькие. В перспективе вся стерлядь и форель будет выпускаться в Волгу и Каму. Так будут компенсировать утраченные запасы рыбы. Стерлядь хотят вывести из Красной книги. Чтобы выйти из краснокнижных, я думаю, что и после полного запуска воспроизводственного этого комплекса лет через 5-6 возможно уже выходить, снять из краснокнижных Татарстана. Новый завод – это проект частного инвестора, современное производство с отечественными технологиями и с отечественными кадрами. Специалисты здесь работают не только приглашенные, их теологов и рыбоведов поставляет Казанский энергоуниверситет. Что касается второй очереди завода, завершить его строительство хотят уже в следующем году. Альбина Аслагараева, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Помощь пришла. Сегодня в Песчаных Ковалях открыли новую врачебную амбулаторию. Медицинский комплекс обошелся республике в 110 миллионов рублей. Сейчас он будет обслуживать жителей Песчано-Ковалинского, Никольского, Орловского и Матюшинского сельских поселений. На открытие приехал президент республики. Думаю, что подарок будет работать, когда будут здесь работать высокопрофессиональный коллектив. Мне сказали, и здесь и санитарная помощь будет, да, санитарная, скорая помощь будет. И я уверен, что все необходимое уже за нашим министерством здравоохранения. И я вот вижу наших старших товарищей, которые нуждаются в каждодневном уходе. Хирург, акушер-гинеколог, стоматолог и врачи-терапевты будут обслуживать здесь 13 тысяч человек. В амбулатории планируется поэтапное увеличение кадрового состава. Все будет зависеть от демографической ситуации в районе. Работа на селе всегда сложно, но созданы все условия и хорошая поликлиника для оказания неотложной медицинской помощи своевременно. Конечно, намного удобнее, то есть не нужно ехать в другой поселок. Здесь амбулатория полностью оснащена. Надеюсь, долго будут работать, качественно.
Обеспечить всех качественной питьевой водой. Такую задачу поставил сегодня на еженедельном республиканском совещании президент республики. В некоторых населенных пунктах до сих пор есть проблемы с обеспечением водой. Сейчас необходимы не только реконструкция и прокладка систем водоснабжения, но и повышение качества. И в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и сформировать программу с учетом потребностей населения. Напомним, что в Татарстане реализуется программа «Чистая вода». Однако и после прокладки водопровода население жалуется на качество питьевой воды. Вместо продавцов студенты, а технологии от профессионалов WorldSkills. Сегодня в Казани прошла ежегодная сельхозярмарка школ и колледжей. На площадку агропромпарка приехали ученики и педагоги со всех районов республики. Что привезли, увидел Салават Мухаммадуллин. Здесь вот морковка, капуста, свекла, заготовки. И все это выращено студентами. Айнур Хайруллин, второкурсник от Нинского техникума имени Габдуллы Тукая, учится на механизатора. Все это сами сажали, сами выкапывали, выращивали. Все, что привезли, хотим все продать. А Гульшат Сафиуллина таким вопросом не задается. Ее треугольники, вакбалеши и круассаны идут на расхват. Я сама учусь на профессию повар. Мы все это сами готовили. И еще помогали поварам. Вот этот мангал мы изготовили на тренировке по компетенции обработки листового металла WorldSkills Russia. Приобрести эксклюзивный мангал, кресло-качалку или обувницу на ярмарке предлагают студенты и преподаватели из Лениногорска. Мы постарались, учитывая, что на следующий год мы проводим мировой чемпионат WorldSkills. У нас промышленные товары, многие уже изготовлены по технологиям и по правилам, которые будут применяться на этих соревнованиях. На ярмарке представляет свою продукцию образовательные организации со всех районов республики. Среди такого пиршества предложений есть и те, кто выделяется. Вот, например, огромный самовар. Здесь же трон из Новошишминского района. Неподалеку мельница от представителей «Тетюш». Хотя лучшим оформлением сегодня признана работа студентов и преподавателей из Апастовского аграрного колледжа. Зависит все от того, как оформляется у нас выставка. Люди тянутся к выставке, люди любят покупать красивые овощи, фрукты. За самый творческий подход награды досталось нижнекамцам. Свой стенд они посвятили году Льва Толстого. Когда мы встречали делегацию студенческой песни, переделанной и именно посвященной Льву Николаевичу. Старания продавцов оценили и покупатели. Мне очень все понравилось. Такой большой выбор продуктов и дешевые продукты. Молодежь все улыбается. Даже на вещах все это сказывается, потому что все дешевле и все так ярко, красочно. Очень весело, очень такое оформление, очень красивое. Не как бывало, с мешками с машин продавали. Очень красиво. Прям я даже не узнаю. Так на ярмарке сегодня студенты учились продавать, колледжи зарабатывали, а казанцы с радостью пополняли свои запасы. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. На этой неделе стало известно, что 2 аэропорта Татарстана обретут новые имена. В России стартовал общественный проект «Великие имена России». 45 аэропортов страны переименуют и назовут в честь великих личностей. Предлагать варианты может любой желающий. Как, расскажет Сергей Хайдаров. Теперь жизнь аэропортов уже не будет прежней. Ну или как минимум у 45 из них появятся новые названия. В рамках проекта «Великие имена России» переименуют аэропорты Мурманска, Сургута, Самары, Казани, Бугульмы и многих других городов. Какое имя будет носить аэропорт Казань, пока неизвестно, но идею ребрендинга здесь одобрили. Мы считаем это хорошей возможностью для популяризации отечественной истории и культуры. Это, несомненно, сделает Республику Татарстан более узнаваемой на международной арене. Этот проект стартовал всего 11 октября, но в интернете уже сотни вариантов названий от жителей республики. Кто-то хочет, чтобы казанский аэропорт назвали в честь Джалили или Тукая, но в топе Сюмбике и Сыртланова. В аэропорту Бегишева не прочь назваться в честь Туполева либо Менделеева. Среди предложений есть и имя Ментимира Шаймиева, но у конкурса свои правила. Кто может претендовать? Это политические и общественные лидеры, ученые, изобретатели, деятели культуры, спорта и другие, государственное управление, медицина, образование. Не могут претендовать политики из новейшей истории. Свои варианты имен, достойных украсить воздушные гавани республики, можно оставить в группе проекта ВКонтакте. Также можно прислать свой вариант на электронную почту, но стоит поспешить. Собирать предложения будут до завтрашнего вечера, после чего 30 лучших названий попадут в следующий этап конкурса. Ну а новые названия мы узнаем 5 декабря.
Победители республиканского конкурса «Экология родного края» вернулись из Петербурга. Эта поездка стала подарком от регионального отделения Русского географического общества и Министерства экологии. Конкурсу уже 2 года. Главная его цель – приобщить школьников к решению экологических проблем. В этом году победителем стал проект Тюльчинского района. Школьники благоустраивают территорию, очищают реку, устраивают субботники, проводят флешмобы, мероприятия и занятия с детьми дошкольного возраста. Мы говорим о том, что, ребята, дети, вы сделали хорошее дело, и вот вам за это спасибо. Мы всячески пытаемся привить правильное отношение к природе, правильное отношение вообще к жизни, к людям. Потому что все это, в принципе, экология. Константин Хабенский хочет делать звезд из татарстанских актеров. Сегодня он поделился планами своей казанской арт-резиденции и порассуждал о республиканской и российской киноиндустрии. Может ли Казань стать городом для множества киносъемок и какой актерский типаж сейчас в тренде, узнала Елена Веселова. Вопреки планам, о своих творческих планах в арт-резиденции Константину Хабенскому пришлось рассказывать одному. Суть этого проекта не только научить, но и продвинуть татарстанских актеров. Для этого собираются создать целую кинобазу данных. Мы будем знать всех актеров, которые желали бы участвовать в кинематографе. К нам обращаются, мы предлагаем, и это большой шанс просто актерам, чтобы их увидели и узнали. Более узнаваемой в мире кино как место для съемок может стать и Казань. Хороший импульс для этого – приезд группы телесериала «Зулейха открывает глаза». Это же сарафанное радио. То есть если приехали, сняли, рассказали какие-то положительные моменты о съемках в Казани, то это пойдет из уст в уста. Если только отрицательные, то никто не поедет больше. По мнению Хабенского, шанс стать звездой сейчас есть у актеров самых разных типажей. Главное, как сыграть. Типаж должен быть убедительный. То есть в равной степени должны быть убедительными и географ Слушкин, и следователь Меглин, верно? Если для вас это убедительно, я рад. Наверное, так. Как считает Константин Хабенский, главное, чего сейчас не хватает русскому кино, это идеи и деньги. Но это, как говорится, дело наживное. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Окно в Испанию распахнулось сегодня в Казани. С 13 по 14 октября в парке Тысячелетия можно попробовать испанскую кухню, научиться танцевать фламенко, рисовать как Пикассо. Цель фестиваля испанской культуры – рассказать жителям и гостям города об Испании и странах Латинской Америки. О том, что видно из окна в Испанию, расскажет Лилия Кашфарова. Привет. Иван Пельехера приехал в Казань из Испании, из Сарагосы. Приехал и остался. Теперь он преподаватель в университете. Признается, что одного языка недостаточно, есть еще и культура. Важно для распространения испанского языка и культуры не только работать в университете, а участвовать в таких мероприятиях. На испанском празднике можно не только поучиться у носителей языка, но и отведать местную кухню. В меню тапас, паэлья, тортилья и национальный тако. Сверху поливаем острым соусом. Достаточно колоритная, такая острая и достаточно разнообразная в плане и морепродуктов. Вот и паэлья, плов из морепродуктов, сегодня всеобщее угощение. Еда бедняков. Еда бедняков. Да. Для тех, кто наелся и доучился, мастер-класс по рисованию. Сегодня рисуем портрет в сюрреалистическом стиле испанца Пабло Пикассо. Здесь мы постараемся сосредоточить весь колорит испанского народа, показать их культуру нашим горожанам и гостям столицы Республики Татарстан. И на десерт танцы. Фламенко – национальный испанский танец. Сегодня попробовать себя в танце страсти могут все желающие. Но даже один этот стиль имеет более 50 разновидностей. Это просвещение новое. Чем чаще будут такие мероприятия, тем нам всем интереснее. Погружение в испаноязычную среду позволит просто расширить наше представление о мире. Испанская культура, она полна тепла и солнца, и хороших ритмов, а это то, что нам нужно осенью. Говорить на испанском, готовить национальную паэлью, рисовать как Пикассо. Все возможно. Окно в Испанию открыто. Бион Венидуа. Лилия Кашфарова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Фотографии эмоций. В Казанской галерее «Окно» открылась фотовыставка Эдуарда Хайруллина «Пары». На экспозиции представлены 60 работ со всего мира. Здесь мужчины и женщины, родители и дети, и даже птицы. Почему на выставке звучал аргентинский танго и как на пары все пришли парами? Салават Мухаммадуллин.
Гости и автор выставки танцуют танго, дети в обнимку с мягкими игрушками. Все с парами, на стенах тоже двое. Фотографии из Лондона, Кубы, Стамбула и Свияжска. География разная, чувства одинаково теплые. Автор Эдуард Хайруллин. Какая-то энергетика, когда между двумя объектами возникает, это так интересно, это так хочется снимать и как-то это фиксировать. И снимал. А в конце, в этом году понял, что это же пары. И пары здесь кажутся повсюду, и мы заметили, что даже я и вот мой оператор Данил Филатов на выставке вдвоем эдакая творческая пара. И о том, что парой могут быть не только мужчина и женщина, здесь говорят и фотографии. Мужчина целует голубя, маляр красит памятник, футболисты борются за мяч. Все это пары. Эдуард Хайруллин собирал эту коллекцию с 2009 года. На экспозиции 60 фотографий. И кажется, если бы была возможность, в этот момент автор бы добавил еще одну фотографию. Сюжеты простые из обычной жизни, и этим они трогают больше всего. Здорово и вроде как бы репортажно подхвачен, но и с хорошим таким чувством, такое чувство доброго. Интересный взгляд, интересные ракурсы, сюжеты жизненные. И увидеть пары может любой желающий. Выставка открыта до 8 ноября. Салават Ухмадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Перевернулся во время пенальти и перевернул свою жизнь. Благодаря одному удару, попавшему в сеть, обычный игрок сборной КАИ стал знаменитым на весь мир. О нем пишут крупнейшие издания Европы. Его приглашают на просмотры в лучшие клубы мира, а он продолжает прославлять свой вуз. Кто такой Норик Авдалян? Герой футбольного времени или новая звезда интернета? С необычным игроком из обычной армянской семьи пообщался Алмаз Гафиятов. Вот оно. Это видео, которое с каждым днем набирает все больше и больше просмотров. Его опубликовал самый известный футбольный паблик в социальной сети, на который подписаны даже Криштиану Роналду и Лионель Месси. После чего понеслось мировые газеты, журналы, не говоря уже о российских СМИ. На самом деле, почувствовать нового человека очень приятно, если честно. Это было в час ночи, когда мне вот эта группа, такая известная футбольная 433, она выложила. Я сам был вообще реально в шоке. И потом смотрю, время 1:30, у меня телефон вообще взрывается, прям взрывается действительно. Посмотрел на телефон, что происходит, думаю, вообще. Смотрю, мне все что-то подписывают, столько там навалило, там куча всего. Я офигел, я до сих пор в шоке, мне сейчас каждый день звонят, что-то просят, что-то говорят, журналист, расскажи. Удивительно исполненных пенальти за всю историю футбола было много. Пяткой после падения от вратаря или рикошета, на что только не шли футболисты ради так называемого хайпа. Но именно так через сальто зрители увидели впервые. Не каждый футболист сможет сделать сальто, и не каждому акробату дано забить пенальти. Норику Авдаляну это удалось, и благодаря этому пенальти он стал знаменитым. А Джон Терри, наоборот, не забивший в Москве в Лиге чемпионов, стал антигероем своего времени. Это футбол. Теперь Норик настоящая звезда своего вуза. Каждый видел его ролик по интернету и обсуждал в стенах родного Альма-Матер. Даже во время занятий физкультурой все разговоры только об одном. Сначала, когда я слышал, но не видел по телевизору, я думал, он так сделал. Это тоже, конечно, здорово. Но это уже, получается, ударил, а потом, от радости человек, сделал сальто. За все то время, пока я нахожусь в КАИ, ни разу такого не видел, чтобы кто-то такой исполнял. Но если вот этот человек научит кого-нибудь, может, если приноровиться, то вполне возможно, может быть, кто-нибудь повторит. В интернете уже появились игроки, попытавшиеся повторить трюк Авдаляна. Норик, нам всем очень понравилось, как ты исполняешь свои пенальти, а теперь зацени, как это делают вратари. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hold. Мечта Норика Авдаляна играть в футбол на серьезном профессиональном уровне. Все данные для этого у него есть. Тем более на чемпионате Татарстана Норик выступает за команду «Рубин-2». По телевизору смотрю, там в титрах пишут, что мной интересует Галатасарай, Бешикташ. Я не знаю, это правда, нет. Я свободный агент на самом деле. То есть у меня никакого контракта нету. Я с удовольствием уеду, если какие-то предложения будет. Я поеду, это 100%. Я хочу играть, я в этом плане профессионал. А это, что я делал, или что я делаю, это просто хобби.
Приведет ли необычный пенальти к серьезному контракту, узнаем совсем скоро. Некоторые тренеры должны обратить внимание на такой талант футболиста. Но то, что жизнь разделилась на до и после, с этим точно не поспоришь. Алмаз Гафиятов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И завершает выпуск обзор самого интересного в сети. До 7 октября все ходили именно так, а вот уже после 7 вот так. Всем привет! Теперь о самых популярных событиях уходящей недели. Начали ее они. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Хабиб в 4-м раунде заставил Конора сдаться, после чего Хабиб в прямом смысле взлетел. Взлетел и перелетел сетку октагона и пустился в бой. И я вам скажу, последние минуты были в разы интереснее, чем сам бой. В итоге Хабибу не вручили на арене его заслуженный пояс, хотя он так его просил, потому что это вызвало бы большое недовольство. Но итог есть итог. Хабиб чемпион. И в этот же день ему позвонил Владимир Путин, у которого, кстати, в этот день же был день рождения, и поздравил чемпиона, после чего лично с ним встретился. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты. Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Вот такой эмоциональный боец. Думаю, все пользователи согласятся, что в любом виде спорта нельзя быть неэмоциональным. Кроме как в шахматах, наверное. Еще раз поздравляем чемпиона. Если Хабиб за свой поступок извинился, то наших два следующих героя, похоже, об этом даже не думают. Футболисты нашей сборной, Кокорин и Мамаев, взорвали интернет своими выходками. Сначала они избили мужчину, который сделал им замечание. В итоге он оказался в больнице. Но на этом наши герои не остановились. Они отправились в кафе, где избили сотрудника Минпромторга Дениса Пака. Тоже после замечания. Позже, после того, конечно же, когда этих ребят попросили, они все-таки явились в полицию. Мамаев Павел Константинович. Дата рождения. 17.09.88. Кокорин Александр Александрович. Задержан по... Как объяснить? Не знаю. По подозрению в нанесении тяжких травм граждан. Пишут, что парням грозит срок до 7 лет. Пользователи разделились на два лагеря. Кто-то за то, чтобы лишили парней свободы, а кто-то за то, что слишком жестокое наказание, но за, чтобы выгнали из клубов. А как вы считаете? Эта неделя очень богата на хулиганские поступки интернет-героев, но в итоге каждый получает свое наказание, как, собственно, и наш следующий герой. Ахмат Сила, скажи, брат. Ахмат Сила, это я знаю, да. Он нормально себя вести. Закрой рот. После этого видео Рамзан Кадыров приказал возмутившему его чеченцу немедленно явиться в Грозный и прихватить с собой родителей. Иначе тебя за считанные часы найдут, подчеркнул глава республики. Извинения от парня долго ждать не пришлось. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросил банку на сидящих против ребят и сказал Ахмат Сила. Прилетел ли парень в Грозный или полетит, я не знаю, но думаю, что это для всех урок, что нужно добрее быть. Думаю, ни для кого не секрет, что в Казани уже начались съемки фильма «Зулейха открывает глаза». Но после того, как дорогу перед главным зданием университета засыпали землей, пользователи прозвали эту кинокартину так: «Зулейха открывает глаза и загрязняет Казань». Это все, друзья, конечно же, юмор. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя Рустама Минниханова началась в Японии, откуда, как пишут в комментариях, эти мотор-козлар. А этот веселый и стильный мужчина – это губернатор префектуры Исикава. Почему стильный? Посмотрите на его брючки. Надо, кстати, себе тоже такие купить. Затем в инстаграме у президента праздник урожая со Львом Лещенко. Кстати, звучит как название какой-то новой телепередачи. Праздник урожая со Львом Лещенко. И напоследок вот такая вот вам веселая песня детского хора, которая набирает, кстати, большую популярность в сети. В песне дети рассказывали о всей тяжести отдыха на Черноморском побережье. Хороших выходных, будьте в сети. Пока.
Сейчас прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. До свидания. Субар Холдинг предлагает акцию «Все включено». Покупаешь квартиру в лесном городке, кладовая и парковка в подарок. Идеальный вариант для тех, кто хочет все и сразу. В автоцентре «Марка» есть все и сразу. Только в октябре японский Datsun Ondo от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Отборный премиум с морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Альба. Средство для стирки. Усиливает белизну и яркость ткани. Эффективно даже в холодной воде. В 2 раза экономичнее стирального порошка. Альба. Чисто, эффективно, экономично. Ко дню пожилого человека хирургия катаракты всего 38 тысяч рублей. Офтальмологическая клиника «Третий глаз». 273 17 17. Все виды коррекции зрения. Клиника Кузлер. 295 94 40. Надежность в каждом элементе системы. Уверенность, что защита будет работать сколько нужно. Каждый день, год за годом, от победы к победе. Поэтому мы выбираем окна века. Надежно. Навсегда. Новая «Лада Гранта» держит слово. Совершите покупку автомобиля «Лада» в автосалонах «Канавто» и «Азина Авто и участвуйте в розыгрыше нового автомобиля «Лада Гранта». Подарите родителям здоровье. Санаторий «Крутушка» дарит 30% скидку на проживание, питание и лечение. Санаторий «Крутушка». С заботой о вас. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Алсу Абульханова. Пирамида. 20 октябрь. Здравствуйте! В воскресенье станет прохладнее и даже ожидается первый снег. Подробнее через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23, телефон 2 167 166. В воскресенье в Татарстане температура значительно понизится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики совсем прохладно – 2-3 градуса. На северо-востоке Татарстана местами возможен снег и не выше +4. На севере Татарстана аналогичная ситуация – 3-4 градуса выше 0. На северо-западе республики небо будет хмуриться весь день, возможны осадки. На юго-западе республики ситуация немного другая. Солнце выглянет из-за туч 4-6 градусов. В центре Татарстана, увы, не обойдется без осадков. Возможен снег 3-4 градуса выше 0. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани днем небо будет по-зимнему хмуриться. Возможен снег. К вечеру небо очистится от облаков 4-6 градусов выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Одевайтесь теплее. На этом наш выпуск завершен. До свидания.